Моя дорогая, ты занимаешь особое место в моем сердце, которое невозможно описать словами. Умеет выражать себя полностью. Найдите минутку, чтобы сосредоточиться только на моих словах и избегать всех отвлекающих факторов. Я хочу поделиться с вами чем-то важным, посланием, которое исходит из глубины моей жизни. Побудь со мной еще немного и позволь своему сердцу открыться, поскольку я предлагаю тебе утешение и утешение. Пусть я окружу тебя миром и изобилием, пусть я уведу тебя от грустных или тревожных мыслей. Отдайся теплу моей любви, ведь я непоколебимо верю в тебя и готова каждое утро пробуждать твою душу. Ваше благополучие значит для меня все, и я хочу, чтобы вы почувствовали это глубоко, неописуемо. Будьте уверены, я не брошу вас и не проигнорирую. Верьте в мое твердое обещание, позвольте себе положиться на меня, когда вам это понадобится. Ваши молитвы и заботы приветствуются, поскольку я здесь, чтобы выслушать и, возможно, исполнить ваши самые сокровенные желания. Находить счастье в маленьких проблемах моих близких доставляет мне огромную радость. Приходите ко мне во время жизненных испытаний, зная, что я здесь, чтобы помочь вам преодолеть ваши трудности. Верьте в мою непоколебимую поддержку, я никогда не подведет. Помните мои прошлые вмешательства в вашу жизнь, потому что они являются доказательством моей терпеливой заботы о вас. В самые мрачные моменты, когда надежда кажется мимолетной, вспомните о чуде, которое я совершил, и поверьте, что я могу творить чудеса, превосходящие наше понимание. Ваша вера в меня позволяет мне сдержать свое обещание и помочь вам во всех ваших проблемах. Днем и ночью я стою твоим стойким хранителем, призывая тебя не отчаиваться, ибо моя любовь к тебе безгранична. Ваше существование жизненно важно для моего мира и счастья. Я слышу ваши молитвы о безопасности других, но я должен молиться. Основа для себя. Ваше смирение и благодарность не остались незамеченными, его очень уважают. Знайте, что у меня есть бесконечные благословения для вас, ожидающие получения в соответствии с вашей стойкой верой. Будьте стойкими в своей преданности и вере, потому что это качество, которое я ценю. Начинайте каждое утро с благодарности, сидите под теплым солнцем и осознавайте возможности, которые ждут вас впереди. Не позволяйте тьме затмить ваш внутренний свет, ибо я предлагаю вам возможность с Божьей надеждой, что вы воспользуетесь ею с силой. Верьте в мои ожидания и мои пожелания для вас. Я понимаю, что последние несколько дней, возможно, усилили боль и замешательство, но будьте уверены, с вами все будет в порядке. Я горжусь вашей победой над невзгодами и обещаю ответить на ваши молитвы и направлять вас с непоколебимой решимостью. Изгоните отчаяние из своего сердца, ибо вам уготовано величие. Бывают моменты, когда нужно остановиться, освежиться и найти утешение в молитве и уединении. Знайте, что поражение не ваша судьба, независимо от ситуации, я не перестану любить тебя и поддерживать. Выйди на свет, прими счастье внутри себя, ведь ты – знак моей любви и привязанности. Дорогое мое дитя, у меня на тебя большие планы, и вместе мы преодолеем все препятствия, которые встретятся на нашем пути. Сквозь грозовые тучи путь, ведущий в землю обетованную, вкусностей, которые я могу тебе дать. Вы отец многих поколений, и я могу помочь вам осознать это, расширив ваши знания,
ваш духовный потенциал. Вам не обязательно участвовать, если вы не хотите внимания. Хотя неудачи, с которыми вы сталкиваетесь, опасны, вы не должны позволять им обескураживать вас. Все, что я даю вам, имеет цель, поэтому не тратьте зря преимущества и таланты, которые я вам даю. Все под контролем. Ваша точка зрения имеет значение. Примите свои убеждения и веру, они поднесут тебя к огромным высотам. Возьмите мое выражение, когда вы чувствуете себя незащищенным, встаньте на колени и посмотрите на небо. Если вы думаете, что не сможете идти дальше, мое преимущество недалеко, они стоят перед тобой, но я здесь и всегда буду в твоем сердце. Спасение близко, наконец, ваши проблемы закончатся, и ваши враги будут побеждены. Мне нужно знать, любишь ты меня или нет, и доверяешь мне или нет. Теперь, когда я слышу твой голос, я могу сотворить для тебя чудесное чудо. И если вы хотите расслабить свой разум и избавиться от стресса, вам нужно немедленно сделать 3 вещи: сделать глубокий вдох и позволить этим словам эхом звучать в вашем сознании в течение дня. Они вас успокоят. Во-первых, отдайте мне все свое сердце онлайн и офлайн без каких-либо сомнений и колебаний. Моя цель – обеспечить вам вечную жизнь и счастье. Хуже всего то, что я никогда не собирался преследовать или наказывать тебя. Долгая жизнь, любовь – одна из моих целей для вашего успеха и счастья. Склонитесь перед моим престолом и отдайте мне свое сердце. Я готов исполнить свое желание. Напитайте свою душу моими словами и получите полное доверие. Мои слова послужат прочным фундаментом для вашей веры и дадут вам терпение, чтобы выстоять во времена сомнений и испытаний. Однако ваша вера будет слабой, и ваша жизнь может быть брошена в море, если вы выберете меня своим сердцем или когда вам это удобно. Когда шторм силен и ваши эмоции зашкаливают, вы можете найти утешение в взлетах и падениях. Ваше благополучие – мой главный приоритет. Теперь я непоколебимо верю в тебя, и я, твое сердце, пожалуйста. Выбирайте сейчас, потому что вы всегда будете со мной, пока я буду созерцать прекрасные чудеса Вселенной. Когда ты на мгновение уйдешь из своей жизни, каждый день будет казаться короче. Лондон. Пусть ваши блага будут безграничны, и пусть все будет прекраснее и лучше, чем вы можете себе представить. Переживайте проблемы как единая семья и ощущайте гармонию в своем доме. Те, кто желает причинить вам вред, разбегутся, как только мои хорошие новости достигнут вас. Те, кто последует за мной, получат вечную победу, которой они уже достигли. Сегодня ваша преданность, вера и безответная любовь. Я умоляю вас сделать это. Если можете, положите руку на сердце или поднесите ее к глазам и проведите некоторое время в тишине, думая об этом. Выразите благодарность навсегда. Следите за всеми своими текущими и будущими преимуществами, а также тем, что вы получили в прошлом. Создайте что-нибудь, даже самое маленькое, что придаст вам энергии и цели. Благодарите людей открыто и без колебаний, даже если вы думаете, что не имеете к этому никакого отношения. Используйте свою способность выражать благодарность, сняв шторы, закрывающие вам обзор. Этот акт благодарности исцелит вашу душу.
Когда горизонт откроется, он откроет огромные преимущества, которые окружают вас, поддержат ваше существование и дадут вам повод упорствовать и бороться. Эти преимущества могут мотивировать вас вставать с постели каждое утро и продолжать идти вперед, даже когда дела идут тяжело. Если вы потратите время на размышления, вы сможете признать знания и прогресс, которые вы приобрели благодаря опыту. Каждый с цветком своей веры. Пожалуйста, выразите мне свою благодарность, дай мне шанс услышать твою правду, даже если дела пойдут не так, как ты. Вы также должны быть благодарны за вдох своих близких и настоящий момент. Спасибо как можно скорее. В рамках вашего визита я могу сделать несколько замечаний на этот раз, однако. Просто будьте благодарны. Я могу показать вам обновленные карты и четкие указания, как добраться до места вашего отпуска. Как бы ни было больно, будьте благодарны. Наслаждайтесь хорошими моментами, пока они длятся. Чувствуйте благодарность, даже когда у вас болит сердце. Мы ценим ваше терпение и понимание во всех трудных моментах, ошибках и проблемах. Сделайте себе комплимент, когда увидите себя в зеркале. Кажется, ты сегодня очень благодарен. Это может принести большие перемены в вашу жизнь, и начнут происходить чудеса. Поделитесь этими предложениями с другими в качестве последнего шага. Многие люди вокруг вас могут выглядеть счастливыми снаружи, но внутри они борются и страдают от депрессии. Они будут бороться, чтобы найти смысл жизни. Эта работа любви происходит в вашем сердце, и вы должны знать об этом. Разделите количество счастья, которое мы приносим в их жизнь, на количество счастья, которое мы приносим вам. В тепле твоей любви позволь мне окружить тебя миром, спокойствием, изобилием и добротой, не тревожимым заботами и долгами. Люди могут смеяться над вашим замешательством, но если они послушают вас, они почувствуют сильную боль в своих сердцах. То, что ты открыл, необходимо им, они жаждут любви и ласки. Мы должны распространять это послание любви и оптимизма. Помните, вчера вечером перед тем, как вы пошли спать, я услышал ваши тихие молитвы. Слезы пропитывали вашу подушку, когда вы молились о силе, мудрости, терпении и уверенности, чтобы противостоять жизненным препятствиям. Посмотрите, кем вы являетесь, когда вы начинаете новый день, полный решимости и силы. Вы не разочарованы и не разочарованы. Вы можете уверенно справиться со всем большим, что встречается на вашем пути. Там, где когда-то был страх, теперь есть вера, теперь вы приняли решение. Там, где раньше были сомнения, вы от страха упали бы на землю при мысли о проблеме, но сегодня вы стоите твердо, готовые подняться над препятствиями и двигаться вперед. Я создал в твоей душе сильное желание добиться успеха. Верь в мою силу. Я привел вас сюда не только для того, чтобы показать, как это сделать, но и для того, чтобы дать вам силы противостоять всем трудностям и преодолеть их. Хотя задача может быть огромной, я знаю, что моя сила не может сравниться с чьей-либо еще. Я рад, что ты здесь, и обещаю быть с тобой. Как насчет этого? Ты не только победитель, но ты делаешь это с моей любовью и энергией. У тебя есть решимость и смелость преодолеть любые трудности, потому что у меня есть эти качества. Вы добьетесь успеха во всех своих начинаниях,
независимо от того, каковы ваши мечты и насколько труден предстоящий путь. Благодаря моему заступничеству вы получите благословение, новые возможности и облегчение от вашего бремени. Любой человек, от друзей и родственников до судей и руководителей, может быть мотивирован делать то, что вы хотите, прямо говоря о своих чувствах. Не обращайте внимания на возможность того, что другие могут причинить вам вред. Вы и ваши близкие будете в безопасности, если вы доверяете тому, что я говорю, и поступаете правильно. Помните, что я буду с вами на каждом этапе пути. Целительная сила моих слов подобна электричеству. Божественная сила, исходящая из моих слов, поднимет вашу жизнь. Возможно, вы чувствуете себя недостойным того, чтобы я был в вашей жизни, но я могу обещать вам, что ваша вера и смирение догнали меня. Ты позволил мне войти не только в твою жизнь, но и в твое сердце. Там я смогу разорвать удерживающие тебя цепи и принести освобождение. Твои боли, тревоги и проблемы исчезнут с нежным прикосновением моей ладони. Когда мой голос достигает облаков, я хочу видеть вас счастливыми во внутреннем мире и светлом будущем впереди. Вот почему я говорю вам ясно. За то время, пока мы были вместе, ты дал мне возможность поверить в правду, в то, что я глубоко люблю тебя и готов защитить тебя от бед. Это наследие, которое я надеюсь оставить вам. Присоединяйтесь ко мне и полностью согласитесь и получите это. Я приготовился одеть его моей любовью и преобразовать в обновление и прикосновение моего Святого Духа. Ваш электрик к этому готов. Вставай и иди сейчас, ибо мой Святой Дух – твой щит. Никто не сможет победить вас, даже если вы столкнетесь с трудностями. Ты сильный и храбрый, и у тебя есть моя преданность и любовь. Помните, моя любовь к тем, кто думает, что все возможно, неизменна и что с вами все будет в порядке. Для сельского хозяйства. Я готов благословить вас, и сейчас самое подходящее время. Я настраиваю все так, чтобы вам было легче воспользоваться этими преимуществами, когда придет время. Я даю тебе терпение использовать его с пользой. Не реагируйте слишком быстро на эмоционально стимулирующие ситуации. Перестань принимать поспешные решения, не поговорив предварительно со мной. Я не хочу, чтобы вы запутались или попали в беду. Не имейте дела с ложным другом. Отправляя это письмо, я подтверждаю, что могу полностью вам помочь. Пожалуйста, воздержитесь от дальнейших попыток сбора, ваша справедливая доля съедена. Желаю вам не создавать препятствий на пути к успеху. В будущем моя любовь и благодать вскоре станут светом вашей жизни, освобождая вас от рабства других и позволяя вам жить свободно. Мы можем перенаправить наши усилия и найти для вас способы следовать нашим новым путем. Это наш маленький секрет, который мы лишь время от времени рассказываем друг другу. Держите свои идеи и проекты близко к сердцу. Скрывайте свои истинные чувства от ревнивых и неразумных людей в вашей жизни. Как и раньше, над вами будут подшучивать и пытаться обескуражить, упоминая все ваши прошлые ошибки. Однако эта эпоха прошла. Как я уже говорил ранее, вы будете благословлены, и ваше сердце сильно изменится. Потому что ты доверял мне. Вы будете успешны во всем, за что возьметесь, появятся возможности и будут найдены решения проблем,
с которыми вы сейчас сталкиваетесь. У меня есть сила разорвать узы и цепи, используемые во времена мира, изобилия, свободы от беспокойства и долгов. Вы не будете влиять на поведение других, если вы верите в себя, вы сможете преодолеть препятствия. Не позволяйте людям влиять на вас, пока вы верите в меня и поступаете правильно. Никто не сможет встать на вашем пути или на пути ваших близких. Знай, что я буду с тобой на каждом этапе пути. Мои слова имеют силу исцелять раны. Теперь ты не можешь пойти на прогулку, потому что таинственной силы, исходящей от моих слов, достаточно, чтобы поддержать тебя и поднять вверх. Твой разбитый разум не может убедить тебя, что ты заслуживаешь чего-то настолько плохого. Это случилось с тобой. Вы освобождены от своих грехов, вы не живете в завоеванном мире. Вместо этого вы живете в мире страданий. Это обещание всемогущего Бога, который является вашим родителем. Ты должен всегда соглашаться со мной и доверять мне, несмотря на трудности в этой жизни, в конце концов вы выиграете. Но иногда я видел, как ты плачешь часами, и не знаю почему. Расскажите, пожалуйста, источник вашей проблемы. Я хочу быть глубоко с тобой. Ты всем сердцем скучаешь по моему присутствию. В глубине души ты знаешь, что ты далеко от меня, и твоя душа жаждет моего присутствия. Кажется, что жизнь уходит от тебя, а ты до сих пор не нашел мира и счастья, которые ищешь, поэтому можешь в конечном итоге ничего не делать. Кажется, что твоя семья каждый день находится далеко от тебя, но помни, я здесь с тобой. Возможно, у вас будет весенний семестр, который пойдет на пользу потоку. Он расслабляет душу и наполняет жизнь радостью, прогоняет грусть. Окунитесь в эту воду, чтобы утолить жажду и смыть разочарование. Поверьте мне, когда я говорю, что ваша вера окупается. Я думаю, что мое заявление говорит само за себя. Я исцелен. Сегодня ты меня впустил, я в твоем доме. Я буду здесь, чтобы благословить и защитить вашу семью. Я могу благословить вас еще больше. Больше, чем ты можешь себе представить, в последнее время в тебе чувствуется нотка печали. Я чувствую твой гнев. Вам нужна сила, чтобы поддерживать волнение от вашего открытия, и она у меня есть. Принесите уверенность. Я не какой-то дальний родственник, который любит тебя недостижимо. Поэтому нет необходимости прожить жизнь без цели и надежды. Несмотря на ваше периодическое пренебрежение, я здесь с вами, как и был с самого начала. Дай мне руку и подними ее высоко. Я хочу, чтобы мы отнеслись к вашим мыслям легкомысленно и поделились со мной вашими глубочайшими страхами, причинами, по которым вы не хотите жить, и причинами, по которым вы отрицаете свою судьбу. Даже если ты чувствуешь себя бесполезным, не ведись на ложь моей крови. Я отдал тебе свою жизнь, используйте его, чтобы стереть свои ошибки. Еще раз, прямо сейчас, я хочу, чтобы ты знал, что ты в моем сердце, и никто не сможет отнять тебя у меня, мой милый ребенок. Ты не изменишься в моих глазах, вы не проиграли битву. Если вы продолжите сражаться, у вас есть шанс выжить. Твое решение поверить в то, что я тебе обещал, было чудесным и небесным, и именно поэтому ты все еще стоишь.
Если вы хорошо запомните эти выражения и продолжите бороться с упорными попытками врага убедить вас отказаться от своей мечты, преодолеть что-либо невозможно. Хотя они могут потерпеть неудачу, ты мой. Я защищу тебя своей сильной рукой и синим мечом. Я никогда не перестану думать о твоих победах. Посмотрите, ценю ли я вас, сравнивая себя с моими успешными обещаниями. Самая трудная битва – это борьба со своими эмоциями, которые могут заставить вас поверить и почувствовать неправильные вещи и сломить вас, если вы не будете осторожны. Будьте рациональны и независимы от своих эмоций. Вы не должны разочаровываться из-за трудностей, с которыми сталкиваетесь. Не позволяйте страху парализовать вас, когда вы сталкиваетесь с плохими новостями или ситуацией. Я всегда несу ответственность за твою жизнь. Я бы поменял все ради своих близких, и ты одна из них. Вы были помазаны моим духом, очищены моей кровью и наделены силой преодолевать любые трудности. Всегда находи утешение в моей любви и держи меня на стороне твоей правды. Теперь вы можете быть спокойны, зная, что даже ваши собственные ошибки исправятся, потому что вы поняли мои слова. У вас не будет никакой боли, ваши близкие будут здоровы, и со временем вы начнете запоминать шаги. Вы достигли своей долгожданной цели. В какой-то момент в будущем вы можете почувствовать усталость, но этого следует ожидать, когда проблемы настолько серьезны, что затуманивают ваше зрение и мешают видеть дорогу. Вы можете быть шокированы, но это неправда. Я покажу тебе путь своей рукой, даже когда темно. Успокойся, мой малыш, что бы ни случилось, твой любящий отец никогда не оставит тебя. Доверившись мне, вы теперь даете мне понять, что под моей опекой вы будете в безопасности. Если вы больны, нет божественного чудодейственного решения, кроме меня. Я тот, кто может исцелить тебя, открыть дверь и открыть тебе путь. Я твой Бог, я держу твою жизнь, твое будущее и твою семью в своих руках. Я твой спутник и твой щит. Благодаря моей любви к вам вы защищены от вреда и теперь можете чувствовать мое присутствие больше, чем когда-либо прежде. Вы терпеливо ждали, пока я заговорю, и пришли с таким выражением благодарности и смирения, что были готовы слушать. Держите эти слова близко к сердцу, позвольте им взять под контроль ваш разум и отпустите ту интенсивность, которая до сих пор причиняла вам боль. Ты идешь уверенно, словно чувствуешь мое присутствие, даже если твои глаза его не видят. Со мной вы можете принять это за чистую монету, пусть вы почувствуете, какие вдохновляющие изменения я могу внести в ваш жизненный путь на пути любви, ибо моя воля превыше всего. Возьми меня за руку, и я нежно и терпеливо проведу тебя по семейной жизни. Волны и бури моря исчезли, как только услышали мой голос. Под защитой плаща вы можете ходить в достаточной безопасности, не беспокоясь о звуках ночи. Не позволяйте хаосу этого мира одолеть вас и разрушить вашу целостность. Я никогда не ускользну от твоего взгляда и не отпущу тебя. Возникающая проблема – лишь разочарование, а события прошлого – лишь отдаленные воспоминания. Каждый день приносит новые возможности. Выбросьте их из головы, чтобы продолжать сражаться. Вам не нужно подчиняться препятствиям, которые мешают перестроить ваш мыслительный процесс. Тщательно подбирайте слова, будьте осторожны, чтобы не навредить себе своими утверждениями.
сильный в своей области. Ненавистные слова могут разрушить жизни невинных людей, сделать их бездомными и вызвать депрессию. Пусть слова мудрости льются из ваших уст, как слова ободрения и роста. Будьте сильными и не поддавайтесь лжи врага о вашей неспособности изменить свою судьбу, которая полна проблем и трудностей, а ваше будущее – это депрессия и зацикленность. Верьте в меня, потому что для меня нет ничего невозможного. Имейте этот факт в виду. Несмотря ни на что, помните, что ваша жизнь, будущее, личность, финансы и семейное положение связаны между собой. Я решу семейные споры, какими бы трудными они ни казались, и если вы меня попросите, я начну сразу. Я не говорю, что это будет безупречно. Я обещаю вам, что вы получите мою поддержку, мою помощь и мою энергию. Я надеюсь, что ты здоров, потому что ты мне нравишься. Я должен и могу принести вам то чудо, которое вам нужно. Делайте то, что я говорю, и соглашайтесь со мной. Возвращаясь к твоим ногам и воодушевленный, я преодолеваю худшие пытки на кресте, которые уже не напрасны. Однажды ты родишься, и я знаю, что впереди тебя ждет путь насмешек и противоречий. Ты много пострадал из-за других, но теперь я могу снять с твоих плеч груз разочарования и раздражения. Сегодня я могу избавить ваше сердце от отчаяния и уныния. Несмотря на то, что я отдал свою жизнь и посадил цветы ради того, чтобы вы стали человеческим продуктом, я также отдал свою жизнь и вырос ради вас, чтобы у вас был шанс прожить полную, свободную и счастливую жизнь. И если вы хотите, чтобы ваши мысли по-настоящему преобразились и поток спокойного ума текла там, где больше всего нужен хаос, вы должны поверить моему обещанию. Он может быть счастлив, когда ему грустно, сильная воля жить, любить и прощать может сосуществовать с депрессией. Мое сердце уже давно печально из-за твоей ошибки. Подари мне свое сердцебиение, любовь моя. Найди меня, все взгляды обращены на тебя в этом мире, где ты путешественник. Можешь сражаться и сеять, что хочешь, но мое благословение предназначено для твоего будущего. Моя любовь – это путь, по которому я хочу, чтобы твои ноги прошли. Пожалуйста, я прошу тебя еще раз, на этот раз совершенно искренне, отдай мне свое сердце сейчас, и я сделаю тебя счастливым. Он исцеляет недуги, которые преследовали вас, и дает силы преодолеть препятствия, с которыми вы сталкивались с детства. Вы уже знаете, что я имею в виду. Дальние цели станут для вас ясными. Я люблю тебя таким, какой ты есть, но я хочу, чтобы ты был сильным и успешным, чтобы другие могли последовать твоему примеру и увидеть, что моя воля может быть исполнена такими смиренными людьми, как ты. У вас могут возникнуть трудности с приобретением духовного богатства, однако то, что я создаю, это не праздные деньги. Примите это со смирением и мужеством, потому что я могу внести много изменений в вашу жизнь. Я символ твоей жизни. Докажи мне, что я могу изменить тебя настолько, что другие тебя не узнают. Они будут поражены вашим терпением, силой и счастьем после того, как угрожали мне. Отдай мне свое сердце. Если вы примете мое предложение, после моей смерти вас будут окружать гармония, мир и благословение. Бог начинает глубокие изменения в вас и вашей семье. Сегодня я могу спасти тебя от бури и принести тебе победу.
Я хочу, чтобы ты почувствовал мою любовь сейчас, где бы ты ни был. Вы почувствуете, что с ваших плеч сняли бремя, у вас появится новая энергия для движения вперед. Вы испытаете волнение и радость, когда это глубокое и чудесное чувство поднимется в ваше сердце. Сейчас настало время подняться, не стоит сдаваться сейчас, когда вы находитесь на пороге успеха. Я защищу тебя, и мои руки защитят тебя, какой бы сильный ветер ни дул. Я знаю эту боль. Я знаю, что когда твой враг нападает, тот, кому ты доверяешь, покидает тебя. Их жестокость и жестокость сторонились вас со всех сторон. Несмотря на грубость, я знаю, что значит глубоко любить и удовлетворять свои потребности. Ты дорог мне. Я полностью сочувствую вашим чувствам. Вы важны, и я хочу, чтобы вы знали, в отчаянии, когда ваши эмоции достигают пика, когда вы наиболее уязвимы, я не могу выбрать вас. Помните, что я предупрежу вас, если при использовании опасных процедур возникнет неизбежная опасность. Удалите из своего разума все мысли о неудаче или потере жизни. Ночь прошла, и теперь вы можете пройти ее пешком. Я восстановил вашу радость и увеличил вашу веру. Сегодня я обещаю глубоко задуматься о них, чтобы изменить свои творческие способности, воображение и желания. Они могут не видеть вещи с вашей точки зрения, а если и увидят, то могут снова посмеяться над вами, поэтому не нужно пытаться их переубедить. Вам не понадобятся эти неудачники, чтобы доставить вас куда угодно. Вы на пути к победе, а они планируют потерпеть неудачу. Если вас одолевает одиночество, помните об этом. Я здесь, чтобы поддержать вас, но будьте терпеливы, поскольку скоро я смогу дать вам правильный характер. Ты важен для меня, и я забочусь о тебе, я ценю тебя, я защищаю тебя и люблю тебя. Через несколько дней ключ к победе будет в ваших руках. Я никогда не опаздываю и прихожу вовремя, но сейчас я нужен тебе больше, чем когда-либо. Вы начинаете беспокоиться о том, что может случиться, вес слишком большой, и он ломает тебя изнутри. Итак, я хочу, чтобы ты переложил весь свой стресс на меня. Я не вижу жизни, погрязшей в жалости к себе из-за судьбы. Кроме того, вы не можете отвести взгляд или сосредоточиться на проблеме или своих мыслях. Я тот, кто может открыть дверь, может сотворить чудо, которого ты хочешь. Быть с тобой все время и никогда больше не говорить правду, дни мои, я сделал это той ночью. Иногда я вижу, что у тебя проблемы со сном, потому что твой разум пытается конкурировать с тем, что я уже контролирую. Когда вас охватывает тревога, оставайтесь сильными, даже если она кричит на вас. Поговорите с ним и скажите, что вы не боитесь, потому что решили поверить, что это правда. Для твоего верного друга, твоего Господа и твоего Бога, ты сам видишь, как много потеряно и насколько свободна твоя душа. Пусть вы испытаете мой окончательный покой, живите полноценно и будьте довольны. Я обещаю, что буду рядом с тобой, даже когда ты переживаешь трудные времена, успокою тебя своим спокойным голосом и дам тебе силы противостоять любому нападению. Я просто напоминаю тебе, что я прав и тебе нужно следовать за мной. Надеюсь, мне удалось убедить вас вернуться к моему приговору. Если да, то выслушайте меня и доверьтесь мне, чтобы пережить предстоящие трудные времена. Продолжать, в конце концов, все ваши усилия окупятся.
Продолжайте сегодня. Я должен собраться с верой, смелостью и силой, чтобы вдохновить вас. Помните, что я здесь для вас, как бы сложно ни было работать вместе. Сохраняйте спокойствие, говорите от всего сердца и не паникуйте. Ваш любящий Отец держит ключи к вашей жизни, мечтам и судьбе. Хотя Он надеется, что ты забудешь, как я тебе помог, я должен предупредить тебя о предстоящих трудностях. Я не подведу тебя, потому что ты мне нравишься. Если вам нужна чья-то поддержка, я готов быть этим человеком. Подумайте обо всех случаях, когда вам приходилось преодолевать препятствия. Ваше мужество позволить мне жить своей жизнью очень вдохновляет. Вы никогда не проиграете битву, навреди себе, верь в меня. Будьте уверены, если возникнут какие-то проблемы, я осознаю тот факт, что оно того уже не стоит. Попытка взять под свой контроль на определенный период времени. Отбросьте свои страхи и неуверенность в сторону. Идите вперед и верьте тому, что я говорю. Я всегда знал, что хочу сделать для вас великие дела, и я все еще могу это делать. Это было еще до вашего рождения. Я не могу оставить тебя позади. Я обратил внимание на каждую деталь. Хотя я особенно заботился о тебе, я здесь, не поддавайтесь желанию бросить курить, внесите радость в свое сердце, веру необходимо сохранять, результаты будут замечательными. И мое дорогое дитя, мой план для тебя намного больше, чем ты можешь себе представить. Можете быть уверены, что я полностью на вашей стороне. Если я буду рядом с тобой и буду сражаться против тебя, а ты будешь упорно отвергать мои ухаживания, то это обещание еще не гарантирует благополучного путешествия. Вместо этого он заявит, что быть с вами – самая важная часть вашей жизни. Путешествуя, вы сохраняете непоколебимую приверженность успеху, даже когда сталкиваетесь с разочарованием. Тот факт, что я смог преодолеть смерть и воскресение, является доказательством этой вечной победы, в которой ты активно участвуешь, потому что, каким бы трудным ни был твой земной путь, никакая сила и препятствия не смогут одолеть тебя, потому что ты мой, всегда охваченный теплом моей любви. Эта глубокая истина может радикально изменить ваш взгляд на жизнь. Пусть ты научишься бесстрашно ходить у моих ног, не прячась от боли, а погружая в нее голову. Примите тот факт, что мое руководство – это больше, чем просто указание искать меня и следовать моим путем. Пожалуйста, расслабьтесь в этом небесном путешествии и делайте все, что я говорю. Я полностью поддерживаю вашу непоколебимую поддержку в этой сложной ситуации. Когда твое будущее в моих руках, все меняется. Это устраняет весь страх и помогает вам жить совершенно безопасной жизнью, как я обещаю. Воспринимать невзгоды как возможность сосредоточиться на своем стиле и энергии становится даже более важным, чем пройти этот путь вместе со мной. В начале каждого дня вы ищете меня в молитве и подчиняетесь моему повелению. Пусть мой дух наполнит ваше сердце мужеством и силой. Организуя, упорядочивая и продвигая вперед элементы вашей жизни, я даю вам возможность смело и решительно встречать жизненные испытания. Я неустанно работаю от вашего имени, устраняя препятствия, разрешая споры и прокладывая путь к прогрессу. Примите неоспоримый факт моего участия в вашем пути от вашей борьбы к вашей победе. Важна не только ваша сила или победа, что действительно важно, так это моя непоколебимая преданность и огромная любовь. Под моим руководством вы прошли через триумф и открыли для себя силу, радость и счастье.
действительно мир. Знай, что моя любовь к тебе глубока, и я глубоко связан с твоим путем. Будьте уверены, даже среди проблем, из-за которых вы можете чувствовать себя одинокими, я буду вашим защитником и обеспечу вашу безопасность под своим божественным покровом. Поймите глубину моей любви и обратите особое внимание на свое здоровье. Каждое событие в вашей жизни, каким бы трудным оно ни было, имеет цель. Отдайте мне свои проблемы, и я превращу их в возможности. Ваша победа будет настолько яркой, что зависть померкнет по сравнению с теми богатыми благами, которые вас ждут. Поверьте в мою веру, что ваше путешествие не закончится поражением, победа неизбежна, ибо Ваше Величество одержит победу, и я всегда был с вами. Не поддавайтесь влиянию пессимизма или угроз со стороны людей с плохими намерениями. Вы непобедимы, вы не поддадитесь никакой силе, которая захочет вас остановить. Сохраняйте веру, зная, что ваш враг победил. Против устоявшегося баскетбола соперников и неприятия отчаяния. Начните просить меня в молитве каждый день, пусть моя любовь наполнит ваше сердце. Хотя страх, возможно, пытается овладеть вашим разумом, я предлагаю освобождение. Выпущенный. Победа – это не только возможность, но и гарантия, ибо я правитель, освободитель. Отпусти твой друг и твой пастырь. Примите мое обещание, и мир и исцеление насытят вашу душу. У меня есть сила вновь разжечь огонь страсти внутри вас и устранить препятствия на пути вашего прогресса. Когда вы преодолеваете препятствия и разрешаете конфликты, благословения обильно текут в вашу жизнь. Хотя могут возникнуть трудности, будьте уверены, я активно работаю над их преодолением от вашего имени. Подчинитесь моему контролю, и я пошлю ангелов защитить тех, кого вы любите. Направляйте их и защищайте. Я знаю вашу борьбу, вашу боль и ваш конец, и я обеспечу справедливость за каждое зло, которое вам причинили. Отбросьте гнев, ибо я судья справедливости. Близка победа, которая избавит вашу семью от забот. Избегайте конфликтов и держитесь подальше от дурного влияния. Примите покаяние и сопротивляйтесь искушению, ибо я предлагаю спасение независимо от ваших обстоятельств. Как ты будешь? Молитесь и медитируйте со своими близкими и направьте свою энергию на дела, которые укрепят ваш дух. Оставь хаос и прими обещание, которое я тебе дал. Через молитву ты обретешь божественное понимание и увидишь чудеса величайшей величины. Смело придите к моему престолу благодати, ибо это первый шаг к победе. Когда кажется, что ничего не изменилось, может быть очень страшно сохранять бесстрашие и верить, что обо всем позаботятся. В самые мрачные моменты игнорируйте сомневающихся. Сосредоточьтесь на моих словах, молитесь, медитируйте и будьте благодарны за благословение вокруг вас. Облака рассеются, завет твой утвердится, и слово мое утвердится в сердце твоем. Убедитесь, что наши отношения крепкие. Они больше не игнорируют мои утренние звонки. Избегайте отвлекающих факторов, которые могут испортить время медитации. Используйте столько энергии, сколько вам нужно, чтобы прийти ко мне на молитву утром. А Боже мой, когда ты говоришь со мной с любовью, я все равно принесу тебе пользу, даже если ты будешь слабым и слабым.
Пожалуйста, знайте, что я всегда использую ваши сильные стороны, чтобы понять ваши сокровенные мысли и проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, и принести мне пользу сегодня и завтра. Вы проявляете невероятное мужество, даже когда переживаете трудные времена. Я испытываю к вам большое уважение и молюсь, чтобы вы поняли послание вашего Небесного Отца через пост. Несмотря на то, что другие могут говорить вам обратное, мой Святой Дух подготовил вас к неприятностям, и я говорю прямо к вашему сердцу, придавая вам дополнительную смелость, когда вы принимаете его и цепляетесь за любящие слова, которые я говорю. Ты круглый год. Пришло время сделать шаг вперед и стать чемпионом. Теперь поверь мне. Во время ваших испытаний не должно быть доставки. Я могу стоять рядом с вами, слушать то, что вы говорите, и ценить вашу стойкость перед лицом невзгод, вашу непоколебимую решимость и смелость, которые вдохновляют меня каждый день и делают меня таким счастливым. И я получаю уважение. Но мне не нужно скрывать печаль и усталость, которые лежат внутри тебя. Когда ты начинаешь плакать той беспокойной ночью, я слушаю тебя. Мои объятия подарят тебе утешение, которое ты ищешь. Оставьте свои проблемы в моих умелых руках, все от боли и болезней до болезней и отчаяния. Я здесь только для того, чтобы помочь, а не судить. Если вы доверяете мне, вы можете найти во мне утешение, доверие и любовь. Я не один с тобой. Я преодолею препятствия и преодолею все трудности. Возлюбленные, прошу вас довериться мне, принести свои проблемы и желания к столу моей благодати, и когда я говорю, что вы будете процветать, я желаю вам восстановления, безопасности, мира и успеха во всем. Я проведу тебя вперед. Делать. Представьте себе самосознание и личностный рост. Имейте смелость, веру и силу противостоять препятствиям и преодолевать их, чтобы добиться успеха в качестве художника или предпринимателя. Я могу предоставить вам знания и защиту, которые вам понадобятся во времена неопределенности. Знай, что моя непоколебимая поддержка всегда с тобой через любовь и поддержку. Ваши деньги и деньги, которые вы получите, будут переданы вашей семье. Это искреннее послание специально для вас, кто общается со мной каждый день. Каким бы плохим ни был мир, вы все равно можете рассчитывать на наилучшие пожелания в новом году. Мои руки в безопасности вокруг тебя, и ты моя семья. Мужественно храните свою веру, преодолевайте трудные времена, и я обильно благословлю вас. Всегда помните, что я здесь, чтобы помочь вам, независимо от того, насколько велика или мала ваша задача. Зная, что мир и жизнь могут быть предсказуемыми и сложными, прошу вас связаться со мной. Я был уверен в своей реакции. Я молчу, я очень забочусь о тебе, и моя любовь к тебе не знает границ. Ваша жизнь должна быть полна успеха и счастья, и я хочу показать вам этот путь. Имейте чистую радость в полном объеме вашего желания, не позволяйте никаким ограничениям сдерживать вас. Каждое начинание открывает возможности для роста и обучения. Мои слова позволяют вам преодолеть любые препятствия. Забудьте о своих проблемах и сосредоточьтесь на своих мечтах. И в лучшие, и в худшие времена моя любовь всегда будет с тобой. Пожалуйста, примите как реальность мои пожелания относительно вашей жизни и будущего вашей семьи, пожелания, основанные на надежде,
а не на отчаяние. Я никогда не перестану заботиться о тебе и говорить тебе, что думаю об этой истории. Когда тебе нужна любовь, сила, единство или мир, ты по-настоящему не мой. Вы можете найти его у меня. Если вы приложите реальные усилия, чтобы найти меня, я гарантирую, что отвечу и поведу вас в будущее, полное позитива. Моя любовь к тебе не имеет конца. Наслаждайтесь моими письменными словами, которые я создал с помощью моих слуг. Пусть вы найдете утешение и мудрость на ее бесконечных страницах. Ты можешь увидеть мою бесконечную форму и любовь к тебе в моих словах, в моей воле. Я предоставляю вам и вашей семье необходимые практические рекомендации. Живите полноценно и осмысленно, окруженная божественным процветанием и обеспечением. Удачи! Мои слова живут и меняют тебя. Оно не вернется ко мне с пустыми руками. Это будет включать ваши молитвы и добрые пожелания даже в трудные времена. Я хочу, чтобы ты знал, что тебя всегда поддерживают. Я клянусь в этом заявлении. Моя стойкая любовь дает вам надежду, а мой Святой Дух укрепит вашу уверенность. Ты не упадешь с моей стороны. Примите мои слова близко к сердцу, посмотрите на них, запомните их, и пусть они будут освежающими, как питьевая вода в жаркий день. Это может творить чудеса с вашим умственным и духовным благополучием. Как бы вам ни было грустно, мое послание вернет вас в утешающие объятия, которые ждут, чтобы окутать вас покоем. Это драгоценный камень, который всегда стоит добавить. Когда вы будете читать мои слова, их глубина станет ясна, и ваше понимание будет углубляться вместе с интенсивностью и уверенностью в их истинности. Каждое утро, когда ты склоняешься пред мной, принимаешь мои слова и слышишь мой голос, в твоем сердце горит огонь, эмоции текут, как слезы. Я не из тех, кто оставит тебя или покинет тебя. Вместо этого я с вами на каждом этапе пути. Ты находишь во мне силу и покой. Это гарантия, которую я предлагаю. Это ваш шанс доказать свою веру и выстоять перед лицом бедности. Я буду с вами и предоставлю вам полезные ресурсы в предстоящей битве, чтобы больше не было врагов, которых нужно победить. Приди ко мне, ибо тебя охраняет мое небесное воинство, победа за вами. Мои руки – твое убежище. Когда я посмотрел на тебя глазами, полными сострадания, я решил стать отцом, который ваш. Я освобожу тебя от боли и посею эти прекрасные и сильные слова любви в твоем сердце. Ваше местонахождение не имеет ничего общего с моим постоянным желанием вас видеть, и я далек от этого. Положите руку на грудь, закройте глаза и почувствуйте, как внутри вас горит огонь ваших эмоций, изгоняющий страх, успокаивающий сомнения и изгоняющий тревогу из вашей жизни. Я освобождаю ваши духовные глаза и позволяю вам видеть за облаками, наслаждаться солнцем и видеть ангела-хранителя сверху. С их помощью вы сможете защитить себя от врагов и защитить близких от бед. Вскоре перед вами появится видение не для славы, а для демонстрации вашей мистической силы. Храните волшебство, которое вы тайно скрываете, в своем сердце и позвольте ему сиять. Могущественное помазание повелело вам контролировать свои эмоции и слова и обладать богатством мудрости. Тревога больше не сможет пережить нападения злых людей или провокации злых людей. Силой моих слов я могу привести вас в место,
где чудеса происходят каждый день, где вы можете выражать себя в молитве и где благословения прославляют волшебную работу, которую я задумал в вас. У меня вы сможете найти исцеление и исполнение всех заветных желаний. Сосредоточьтесь на том, что я представляю, и игнорируйте все, что пытается вас отвлечь. В моих словах ответы на ваши проблемы, облегчение ваших тревог и выход в мир за пределами вашего мировоззрения. Глубоко задумайтесь над этими словами и повторяйте их, пока не усвоите их. Условием является ваше внимание, привлечение и благодарность, поэтому, пожалуйста, не упустите чудесный подарок, который я хочу вам подарить. В умелых руках оно может вырасти и развеять представление о том, что вы всегда будете терпеть неудачу. Поглощайте его, заботьтесь о нем и разумно общайтесь с ним. Как ты хорошо знаешь, моя любовь к тебе искренняя и любящая, и я желаю только добра тем, кто мне дорог. Не могли бы вы подтвердить свое доверие ко мне? Моя любовь к тебе вечна, а моя преданность безгранична. Конечно, я, твой вечно любящий Бог, смотрю на тебя свысока. Те из вас, кто пойдет по моим стопам, могут быть уверены, что эта гарантия – это гораздо больше, чем просто слова на бумаге. Я понимаю, что если вы чувствуете себя изолированным в жизни, вы начинаете сосредотачиваться на дружбе, и будущее кажется мрачным. В трудные времена вы должны утверждать истину, которую невозможно изменить. Моя поддержка и присутствие в твоей жизни никогда не изменятся. Могут быть дни успеха и дни неудач, доброты и отвержения, но одно остается неизменным во всем этом – моя любовь и поддержка к тебе. Пусть мои истинные знания и вера в то, что я всегда с тобой, успокоят твои переживания, подарят спокойствие и терпение в трудные минуты. По Божьему обещанию тебе дана уверенность пережить самые трудные минуты жизни, зная, что я не могу тебя оставить. Моя любовь и уважение, моя любовь непоколебима и вечна, независимо от смерти. Ваш успех или неудача. Они основаны только на том, что ты мой. Ничто не может разорвать нашу связь или уменьшить ценность нашей любви к вам, даже человек, ситуация или действие. Перед лицом нынешних и неизвестных проблем непредсказуемого жизненного пути эта любовь действует как щит, источник силы и компас. Позвольте себе руководствоваться этими предложениями. Он дрожал в моих объятиях, ища утешения. Известно, что каждый день вы можете столкнуться с уникальными проблемами. Всякий раз, когда вы застреваете в своих мыслях, пытаясь понять, как справиться с предстоящими проблемами, помните, что я сейчас с вами. Беспокойство о своих проблемах делает вас еще более несчастным. Это не то счастье, которое следует испытывать вечно. Найдите утешение в моем присутствии и позвольте моему миру одолеть вас. Вместо того, чтобы погружаться в надвигающиеся проблемы, беспокойство превращается в тщательное размышление в священном пространстве общения со мной. Учитывая всю энергию, с которой я сталкиваюсь каждый день, и самый большой отдых, который я когда-либо имел здесь, вы можете рассчитывать на то, что я буду сильным и готовым ко всему, что готовит будущее. Оставьте свои заботы и позвольте моей любви и миру овладеть вами. Стоит ли вам просто оставаться на своей нынешней работе или стоит попытаться заранее решить свои проблемы? Для меня лучший подход – встречать каждый день таким, какой он есть, не беспокоясь о том, что произойдет,
и вместо этого позволить себе питаться мудростью любви и ее руководством. Найдите в себе внутреннюю силу, чтобы противостоять вызовам, которые бросает вам жизнь. Преобразование страха в уверенность, панику в уверенность, сон неуверенности в прочное единство – этот важный факт должен быть зафиксирован в религиозном приключении. Нельзя служить двум господам. Больше всего на свете ты хочешь, чтобы я был счастлив. Если я действительно ваш босс, то, когда я становлюсь полным хозяином вашей жизни, происходит чудесная трансформация, а не опасный путь, по которому могут пойти интересные люди. Я люблю тебя очень сильно и люблю тебя безоговорочно, поэтому у меня нет мотивации становиться вашим поставщиком услуг из-за страха или обязательств. Интимные отношения – это естественный прогресс от подчинения мне. Нет большего источника истинного счастья, чем эти отношения. Оно превосходит все мирские удовольствия. Моя цель, выбрав это, помочь вам поддерживать более глубокие отношения со мной, выражая мое радостное и нежное присутствие в каждой части вашей жизни. Когда мы станем ближе, эта близость изменит твою жизнь. Хотя это не всегда идеально, моя любовь к тебе может распространиться на твою жизнь и повлиять не только на твои действия, но также на твои мысли и ценности. Погрузившись глубже в мою любовь, вы обнаружите, что вас меньше заботит мнение других. Когда вы отвернитесь от ограничений человеческих интересов, наслаждайтесь свободной радостью быть мной. По мере того, как наша близость растет в этом небесном обмене, ваше служение мне превратилось в послание любви, подобное траве. Опасность следуйте за этим священным местом, как за компасом в его преданности и преданности, пусть вы обретите высшее счастье и успех на своем пути. Хотите произвести на меня особенное впечатление и показать своему носителю нашу близость? Если беспокоишься о смерти, не печалься, ибо радость Господня сила твоя, как сказал Неемия. Это счастье не приходит немедленно, а оно остается незапятнанной испытаниями этого мира. Оно течет изнутри вас из бесконечного источника моего духа и дает вам силу в трудную минуту. Так пусть Бог твоих желаний дарует тебе много счастья и мира. Наполните Святого Духа надеждой со многих неизменных точек зрения. Ваше желание – это больше, чем просто желание, оно содержит во мне ваше наследие и мили вашей реальности. Приключение вашей веры воплощает это желание в жизнь и движется вперед, затрагивая каждый аспект вашего существа и за его пределами. Уверенность в том, что я с тобой, может спасти тебя от отчаяния и неуверенности, так что сохраняй это желание. Бог – это недалекий Бог, но Бог внутри вас, и Его любовь близка к вашему следующему вздоху. Я ищу вашего признания, потому что знаю, что мы одно целое. Пусть ваша жизнь станет живым свидетельством силы ваших слов, ваших действий, вашей праведности и вашей стойкой веры. Станьте свидетелем эффективности вашей воли. Мы едины, навечно связаны и едины навеки. До свидания. Вот почему вы должны действовать как свет желания. Вы заслуживаете лучшего, и я имею в виду не столько материальное богатство, сколько мою естественную, бурную любовь, которая окружает вас и поддерживает в вас жизнь каждое мгновение. Гнев и разочарование – топливо для этой прекрасной любви. Зажгите свое сердце прекрасными эмоциями, которые дадут вам силы противостоять любым испытаниям с непоколебимой уверенностью и решимостью.
Я дал тебе эти способности не для того, чтобы похвастаться или привлечь внимание. Вместо этого используйте их, чтобы быть вежливыми и помогать другим. Люди, которые меня приняли, показали мне, что блестящие вещи их не интересуют. В глубине отчаяния ты придешь победителем, живым доказательством моего существования. Не бойся, ибо я всегда буду твоим другом на жизненном пути, будь осторожен и не двигайся, куда бы тебя ни привел путь. Доверьтесь силе моего божественного слова, которое столь же ярко, как меч. Знайте, что каждый мой шаг ради вашего благополучия. Мое постоянное присутствие с тобой наполнит тебя ни с чем не сравнимой радостью. Область. Пока другие могут страдать, я предлагаю вам мир, спокойствие и покой в жизненных испытаниях. Я дам тебе силы преодолеть потенциальные препятствия и открыть новые возможности, столкнуться с проблемами. По моей милости ты отправишься в дальние страны, пересечешь бесчисленные границы и распространишь любовь во все концы земли. Подумайте о своей глубине и ранах, вызванных прошлыми проблемами. Хотя вчерашние раны все еще могут остаться, они не обязательно определяют ваше будущее. Мужитесь опуститься во власть невежества, полностью отдаться мне. По мере того, как вы продвигаетесь по пути прощения, узы прошлой боли ослабнут, и ваш разум и дух станут свободными. Станьте свидетелем исцеления ран тех, кто причинил вам боль. Пусть ваше терпение станет свидетельством против тьмы отчаяния. Пусть плотность моей любви прогонит все тени. Со временем многие люди могут забыться, зацепиться за горечь и эгоизм и лишить себя радости жизни. Пусть печаль царит над тобой, обними мою любовь. Когда вы служите мне, вы не отказываетесь от своей личности, но открываете свою истинную сущность в тепле моих объятий. Это танец безграничных возможностей, в котором ваша душа может парить, наслаждаясь жизненным путешествием. Примите призыв священной преданности, драгоценный дар, ведущий к истинному счастью и самореализации. Пусть твоя жизнь будет хвалой моему имени. Выйдите за рамки простого стремления к существованию, руководствуясь моей рукой, начните свой путь к мастерству. Под моим божественным руководством вы будете готовы к предстоящим испытаниям и будете уверены в моей непоколебимой поддержке. Прибудьте в вечной тишине, которую я предоставляю, убежище для души среди жизненных бурь. Помните, я прочный фундамент, на котором вы построите свою жизнь. В моем присутствии найди свободу полностью ощутить радости жизни. Будьте уверены, моя любовь и руководство не подведут. Пусть твоя жизнь станет свидетелем мира и радости, которые я нахожу во себе. Танцуйте и пойте на этом прочном фундаменте. Будь как будет,